Всем привет, друзья! В эфире очередной выпуск проекта «Испытано на себе» НВК Саха-Якутия-24. И сегодня, несмотря на то, что я в белом халате, мы находимся не в медицинском учреждении, а в достаточно креативном творческом пространстве. Это студия «Мамонт». И, как вы видите по аксессуарам, которые меня окружают, сегодня мы будем заниматься, точнее испытывать на себе такое интереснейшее искусство, как резьба по кости. Резьба по мамонтовой кости – это само по себе очень интересно, и плюс возможность погрузиться много-много веков назад, в эту эпоху, когда по земле ходили огромные шерстистые слоны. Поехали! Испытано на себе. Ну что ж, а сегодня нашим проводником в древние века, в очень древние века, в первобытные, можно сказать, будет владелец, хозяин вот этой мамонтовой пещеры, этого пространства, этой студии, Александр. Здравствуйте. И сразу же... Доброе утро, действительно. И сразу же вопрос. Как давно зародилось искусство резьбы по кости? Насколько это древнее искусство? Ну вот резьба по бивню мамонта, она зародилась на заре человечества, потому что, само собой, люди сначала охотились на животных, кушали мясо, потом доставали кости, и из костей, само собой, что-то делали, там, например, какие-то руки требовали, еще что-нибудь, да, и, само собой, делали какие-то наконечники каких-то первобытных копий, да, вот. И последствием этого, например, делали потом какие-то украшения на себя вешали. Ну, это вот везде в фильмах, в такой популярной культуре, например. Ну да, клыки, зубы, клыки, кости. Да, где-нибудь там на шапочках, на волосах, там, да, вот это все дело украшалось. Поэтому это прям напрямую связано с развитием человечества, да. Потом, конечно же, изобрели уже каменный век, там каменные орудия пошли, вот как смотрим на столе, да? Кстати, да, вот, ребят, обратите внимание, здесь есть вот такой действительно реликтовый топор, я не знаю для чего он, в процессе мы посмотрим, надеюсь, это не бить по рукам нерадивых учеников. Да, это идет, получается, псевдотопор, конечно же, не настоящий, да, это я его сам сделал, ну, для нашего антуража пещерного, чтобы люди погрузились в саму атмосферу вот эту вот, да, каменного века вокруг, как сказать, Ну, мегафауна, вот, да? Кстати, да, действительно, когда ты работаешь в этом направлении, должно окружение соответствовать Да, немножко и антуражу. здесь не как в музее, там, да, краеведческом, то есть здесь можно потрогать, там, пощупать, Да. как это все. Это ведь все настоящее. Это все настоящее, это не реплика, это все настоящее. То есть здесь можно посмотреть саму структуру. Вот я держу в руках зубы мамонта, и тут можно посмотреть, исследовать. Ничего себе, вот это прям настоящие зубы мамонта. Да. В музее такого, конечно же, нельзя, да, трогать. Да, Здесь если у и меня посмотреть, то можно. потрогать точно нельзя. Да, да. Друзья, обратите внимание, это действительно настоящие зубы мамонта, и мне представилась уникальная возможность не только посмотреть на них вблизи, но и прикоснуться к истории. Итак, на чем мы остановились? Уже интересно, Да, вот прям и- уже. Ну вот здесь, получается, представлены не только части мамонта, да, но также и его одноклассники, можно сказать. Да? Мгм. Это, получается, шерстистый носорог, Мгм. это вот бизон-прискус, да, вот вымерший вид бизона, который обитал у нас здесь, в Якутии. Вот это, Это да. все, что у нас в Якутии добыто, да. Это я собирал более 10 лет. У меня, получается, я косторез с 2013 года работаю. То Ого. есть уже Это такой- огромный стаж. Да, уже стаж. Я как зампредседателя гильдии косторезов Якутии. Даже такая очень, существует. Да, очень тесно общаюсь с нашими всеми косторезами нашей родины, да, и вот мы как бы вот долго-долго я мариновался, можно сказать, в таком вот, как сказать-то, жил, можно сказать, и работал у себя Мгм. в маленькой каморке в мастерской, как все наши мастера, ювелиры, косторезы. все да, вот начинают они, с да, этого. начинают все у себя где-то на балконе, да, вот я себя на балконе начинал. И, наконец-то, спустя много-много лет, более 10 лет, я, наконец-то, созрел для того, чтобы такую уже свою студию арт-пространства открыть, студия «Мама». Прекрасно, я считаю. Вот, и здесь можно у нас проводить такие вот мастер-классы. Очень много людей за более 10 лет моих заказов, да, спрашивают, как можно что-то свое Самим, да, сделать, да. потому что у всех есть свои идеи, да, у нас тут в Якутии Конечно. люди очень творческие. Творческие, да. И там каждый второй хочет что-то вот свое, кто-то на фанатскую тему там, да, Мгм. каких-то игр, может быть, там компьютерных, да, каких-то фильмов, Мгм. а кто-то хочет что-то такое именно этническое, то, что ему Мгм, нужно, там да, где-то услышал, да. где-то там может от предков своих там, да, там про прадедушку. Да, и там, он да, хочет и это что-то воплотить в реальности. Да, и вот на мастер-классе это все можно сделать, то, что мы сейчас и
Так, Попробуем. прекрасно. Уже чешутся руки, хочется поскорее приступить к работе. Сегодня у нас будет мастер-класс индивидуальный для одного человека. И давайте же скорее начнем. С чего Да. мы начнем, Александр? Так, получается, здесь у нас на столе лежат примеры того, что можно изготовить на нашем мастер-классе. Это да? уже готовые изделия. Это уже готовые изделия. Это, получается, вот кулончики вот такие можно сделать, да, вот псевдо каменный век. Но те, кто в курсе, те знают, из какой вселенной этот кулон. Так. Также можно здесь сделать свой браслет. Мгм. То есть идет из бивня мамонта резное, да, что-то. И здесь можно там якутский оберег, какие-то свои символы сделать. Ну, на этом по желанию. примере вот такой вот из... Так, да, дайте-ка фанат- угадаю. Это, да, из вселенной Warhammer, если я не Да, ошибаюсь. абсолютно верно. Класс. Испытано на себе. Ну вот мы сейчас вообще как зубные врачи, например, да, получается что-то вот похоже на стоматологию. Да, примерно. я себя еще вот называю мамонтовым стоматологом. Вот, да, Вот. идеально. Это же резьба по Да, зубам мамонта. Да, поэтому если у вашего мамонтенка заболят зубы, несите его к нам. Вылечим. Так, как работают бормашины? Так, бормашины — это наша российская фирма, Так. Торнадо Tool. Включается она, получается, здесь. Мгм. Например, вот ваша бормашинка, она идет с одного блока питания. Две бормашинки сразу. Мгм. Включаем вашу, держите Ого, ее. пошло. Так, она держится как ручка письменная, да? Ну, Да, вот по я вам- удобству, например. Вот мне Можете кажется, как удобно. ручка, тут два есть варианта. Держать как ручка Мгм. вот, и держать как будто бы вы чистите картошку. Мгм. Ну, типа вот так. Да, все верно. И сейчас вот я вам покажу, например. Так, давайте попробуем найти Надо вам сейчас, какую-то получается, заготовочку. выбрать. Выбрать. Мгм. Например, вы хотите сделать, Так, пока мы ее выключаем. предположим, браслет, Ну, да? браслет либо кулончик, да. Вот у меня Какая... вот пример Вот, браслета, вот, да. из бивня мамонта, он у меня уже более 10 лет. Ого. То есть он нигде как бы не потрескался, все хорошо. Но я его каждый день ношу. Все те, кто меня знают, они меня без этого браслета вообще не Не представляют. представляю. Да. То есть это такой бренд, можно сказать. Ну, Да. сам Бог велит. Так, Поэтому давай начинаем с выбора посмотрим. Мгм. необходимого кусочка. Так, браслет. Это должно быть что-то небольшое, плоское, не треугольное. Ну, вот что-то типа вот такой, например, кусочек. Да, может Он подойти. довольно плоский, вполне, да? Да, Вот давайте. как бы будет смотреться. Так, кусочек выбран. Рисуется обычно на кости простым карандашом. Да, без обычным проблем, графитовым да? карандашом, Мгм, потому что он стирается и его краска она не впитывается в бивень. мгм. По Да, сравнению да. там с гелевой Химических ручкой. каких-то. Да. Мгм. Так, прекрасно. Ну вот у нас примерно будет заготовочка вот такая. Пока непонятно, кто это, но в процессе вытачивания мы еще можем ее скорректировать. То есть главное нам набросать примерный эскиз. Так, после Да. этого... После этого идет уже третий этап. Это, само собой, работа с на бормашинке. инструментом. Я вам сейчас покажу, Да, как конечно. ее держать. Так. Здесь мы включаем на малых оборотах, я вам покажу. Мгм. Вот вы держите как ручку. Так. Можете не бояться держаться за кончик самый, вот как я держу, да? Вообще режущая поверхность это вот самый кончик. Да, Вот сама тут. фреза, Мгм. вот она идет, да? Фреза, да. Тут получается обязательно, как английский барон, выпячиваете Да. мизинчик. То есть это должно быть именно Да. аккурат. Так. Мизинчиком касаетесь, крепко держите левой рукой заготовку, мизинчиком касаетесь самой заготовки для того, чтобы управлять процессом. Если этого не делать, то, например, будет отскакивать Да, не машинка будет и сама фиксации. будет гулять. Поэтому это очень такой важный момент в работе. Так. Вот, и таким образом уже идет резьба. И вы как будто бы гладите Мгм. на себя. Мгм. Не от себя, а на себя. Ну, вы почувствуете, когда будете работать. И вот таким образом это вот на малых скоростях он медленно убирает. Это я вам просто как процесс показываю, да? Да. А при больших скоростях он сразу будет. жук. То есть главное не торопиться. Да, главное здесь не торопиться. Здесь само собой идет пыль. Пыли немного. Мы в защитных халатах. Да, нам не грозит это. Да. И есть такой, как сказать, который в памяти прошедших мастер-класс остается такой вот хороший. Запах паленой кости. Да, запах бивня мамонта. Запах Это очень круто в том плане. Ну, многие думают, что это, ой, запах какой, да? Кстати, А вот да. когда к нам туристы приходят, иностранцы, например, да, для них это вообще как отдельный, как сказать, Это ведь впечатление еще и не запаха, зрительное, а зрительное еще, да, и тактильное. да, да. То есть это увеличивается, вот, как сказать, весь вайб такого Точно. косторезного дела. Вот это, да, действительно можно получить. Это вот полностью. один вариант, вот так вот, да? Мгм. Вот таким образом нужно делать, как ручка держите, вы уже учесываете какие-то
детали мелкие. И я вам сейчас покажу второй вариант, как держать ее. Так, Это называется чистим картошку. чистим картошку. Держим да, вот так да, вот. Очень понятно. Ну, теперь уже за место мизинчика выпячиваем палец. большой палец. Опять-таки придерживаем его. И также свою на себя. сторону на себя. Таким образом мы можем вообще углы все отсюда убрать. Сейчас я скорость увеличу. Ну, нам действительно нужно будет ее округлить, то есть убрать все углы. Да. Ох, этот звук медицинского кабинета. Напоминает стоматологию. Напоминает прям, да. Вот. Сейчас я вам фрезу поменяю для более грубой работы. Да, потому что углы скруглять это все-таки... Фуф, я аж вспотел, то есть это на первый взгляд кажется сложно. Сложно? Ну, да, когда первый раз этим занимаешься. Я-то уже привыкший. Да, Ну, на самом деле, после 5 минут работы с бивнем, уже понимаешь, как. уже понимаешь, как там, что, как держать. Это не дерево, и здесь отщипок таких нету. Если по дереву Вот, работать, кстати, то там с костью какие-то работать щепки там. легче, чем с деревом, да, наверное? Да, само собой, потому что бивень мамонта, он более плотнее по структуре идет, и его можно резать вдоль и поперек. В том плане, Волокон в нету, отличие как, от дерева, то есть по одной стороне, например, да, вот. Ясно. Так, сейчас включим. Так. Я поменял уже фрезу. Сейчас можно углы срезать только в путь, да? И вот таким макаром вы выбираете. Ага, понятно. Так, держите. Хорошо. Так, наша Держите заготовочка. Используем метод чистки картофеля. Вот возьмем вот этот уголок. Ага. И на себя. Не торопитесь. Ну, сначала с Ух ты, малого да, начните. вот прям Да. чувствуешь, как вибрирует заготовка. А вот чтобы научиться делать стоящие, серьезные изделия, сколько времени должно пройти? Сколько обычно вот стаж костореза нарабатывается? Стаж костореза, ну, по моей практике, да, работаю с другими, можно сказать, подаванами. Я вот тоже обучал косторезов. Где-то минимум, ну, если в ускоренном плане, да, это где-то год. За год можно каким-то вот таким основным элементам научить. Ну, работать, базовым навыкам, да? А там уже зависит уже от самого человека, как он часто будет применять бормашинку, да, и для чего. Это насколько уже, он готов да. погрузиться в это. А как вот называется действительно вот должность? Прямо так и именуется мастер-косторез или какое-то есть название? Ну, вот специалист здесь идет, да, понятие косторез, потому что понятие бивнерез, Ну такого да, как это бы не как-то, услышишь, да. Потому что мы сейчас по бивню режем, да. Ну как да, бы, по факту это есть. на слуху мастер-косторез. Вот. Понятно. Вот запах, кстати, я уже начинаю ощущать. Запах бивня мамонта, это действительно, да. Ну и вот такой добавляет- опыт, он на всю жизнь запоминается. Да, Это вот 100%, однозначно. То есть, когда еще представится возможность вот что-то такое взять в руки. Вот это да. Я видел, что изделия из мамонтового бивня бывают очень миниатюрные, то есть прям буквально там полсантиметра на полсантиметра. Это ж какой должен быть навык, какая рука. Да, там должна быть твердая рука и соответствующий инструмент. От инструмента зависит много. Да, наверное. получается, вот на таком инструменте можно Ну такое да. сделать. Есть вот, вы держите малую бормашинку, есть еще вот такие вот Ого. посерьезнее аппараты, да, Да. но это такое для более грубой работы предназначено, да. Вот. А вот для таких мелких вещей эта вот бормашинка идеально подойдет. Так, вот уже скругление наше подходит к концу. Оп. Вот, тут главное не спешить. В принципе, поддается обработке очень легко, мне кажется. То есть, действительно можно... Так, ну вот такой вот, как оцениваете, скругление произошло нормально или... Да, мы сейчас будем делать кота. Да, видимо, мы будем делать кота. Или будем дорисовывать его немножко. Давайте дорисуем. Там, мне кажется, вот. нужно подчеркнуть, где у него будут глаза, где нос, где рот. И эти детали мы будем... И эти детали уже мы сейчас вырежем. Класс, супер. Так, сейчас мы на нашей заготовке обозначим
основные элементы мордочки. Это, ну, как правило, это глаза, рот, нос, чтобы это было уже узнаваемо, и их будем вырезать. Сейчас мы будем вырезать вот эту вот лобную часть кота. Нужно будет убрать как следует здесь, чтобы ушки выступали. Начинаем. Так, все, включаете вот это вот. Так, здесь у нас включение. Эти обороты достаточно или можно чуть-чуть добавить? Да, достаточно будет. Достаточно, ага. И также методом чистки картошки, как сказал Александр, начинаем вот здесь вот сверху убирать. Можете даже чуть смелее туда вбуриваться. Ау, да, вот. Ну, чтобы... И на себя больше идете. все, понял, да. Не от себя, на себя. Ой, вот так вот, да, на себя, ага, да, все. Вот здесь не видно рисунка, но видно принцип. Вот, да, действительно. Можете, вот даже подольше подержите вот так вот. Чтобы она успевала. Да. Во-во. Чуть-чуть туда надавливаете, Да. и вы тогда почувствуете. Все, понял. Во-во-во-во. Убирает гораздо лучше так. Так. Ага. Особенно в наше зимнее время. Когда особо делать нечего. Да. Ну вот мы здесь сделали такого пухлого щекастого кота, ушки. Кот такой должен быть. Такой должен быть, Наедный, прекрасно. да. Так. Здесь, получается, нужно будет еще ушки, они Сточить. остренькие. Ага. Здесь немножко А вот стачиваем. такой фрезой мы сможем остроты Да, добиться? Так, сейчас посмотрим. То есть вот здесь вот нужно будет их немножко заострить, да? Вот сюда углубиться. Еще есть такой плюс в этих бормашинках, что здесь есть реверс. Можно включить обороты в То обратную. есть, если, например, вы... Одно дело вот держать правой рукой. Тут есть два направления, то вправо, то влево. Да, вот последние штрихи. Вот под чутким руководством почти получилась, да, форма кота. Она практически приобрела форму кота. Так, что мы можем с ним еще сделать? Вот у нас такая заготовочка. Так, Давай мы пока вот это дело выключим, чтобы... Так, заготовочка, вот, внешнюю форму мы придали котообразность. котообразность. Вот сейчас поменяем фрезу на бормашинке на более мелкую и будем уже намечать детали Так, мордочки. согласен, да, здесь уже нам нужна обработка внутри мордочки. Вот такой получается замечательный котик, голова кота. Сейчас мы будем придавать рельефность, так сказать, углублять детали. Это глаза, ротик, носик. Меняем фрезу. Здесь у нас уже вот такая вот, смотрите, какая острая. И здесь, наверное, лучше работать вот Да, здесь методикой нужно держания как ручка. как ручку держите. Да, вот так вот сделаем, что. Вот, да? И прямо, можно сказать, придерживая заготовку, Да, делаем... также держите заготовку, мизинчик не забудьте оттопырить. Да, мизинчик, это И важно. тут уже важно, видите, вот если глаза идут, например, вот таким образом, да, то есть вы режете с этой стороны, потому что бормашинка, если вот взять, да, она, видите, вот у нее угол идет. Да, сточенный. И этим углом как бы вы прорезаете вот такие вот моменты глаза, и то же самое вы прорезаете вот ротик, вот, да, вот так вот, жик-жик-жик. Ну и в процессе там уже там на носик перейдем. Остальное. Следующий этап у нас будет убрать вот эти вот острые края. Так. Мы их сгладим. Чтобы он был такой вот округлый. И, в принципе, потом можно будет уже на более такие мелкие вещи, там как усики, какие-то, может быть, там сделаем наметки на шерсть. Да, это уже последний этап будет. А сейчас мы набираем уже хорошо. основные черты мордочки. Окей, сейчас мы держим. Так, обязательно мизинчик и начинаем работать по глазам. Вот хочется да, еще здесь как не бы забудьте, руки упереть. что опять-таки на себя. На себя. Да. И поехали. Воу-воу-воу. Не торопитесь. Вот. Во-во-во, да. То есть здесь важно заготовку фиксировать еще мизинцем, получается. Так, и попробуем сделать второй угол. Да, это уже здорово, что что-то получается. Так, главное соблюдать правила. Вести фрезу на себя, не торопиться. И вот вообще с мелкими детальками, да, работать это действительно не так просто. Так, вот немножко не прорезал, по-моему. Сейчас мы здесь его углубим. Это вот. Ну, это получается первые наметки, и потом да, уже потом мы будем потом уже делать хорошо. более четко. Хорошо, теперь мы делаем здесь наметку кошачьего рта. Что-то типа такого.
Так, ну вот такой кривая немножко пасть, ну это ж кот, там все возможно. Ну, он И, ну, такой с прищуром он прям получился. ага, получился вот Это- один глаз такой. Он такой, наоборот, более живой получился. Да, кстати, да, не шаблонный кот, да. И носик мы делаем просто такую точечку. Носик, Или да, попробуем носик треугольничек делаем, сделать. носик делаем как такую улыбочку. Чик. Ага. Улыбочку вот еще вот, как Да, маленький да, рот. Да, как маленький ротик. Ага. Вот. Ага. Мгм. Так, ну вот что-то, да, наметки, по крайней мере, сделаны. Ага. Хорошо, что я работаю Ну, не такой- один, иначе это была бы уже испорченная заготовка. Хороший кот. Такой, глаза смотрят туда. да. Да, вот коты они такие, да, вот он должен в разные стороны смотреть. Так, Так, сейчас что получается. здесь можно подправить? Так, здесь получается нужно будет. У нас ротик идет вот такой. Мгм. Да. Сейчас вот так. Так, ну вот практически под чутким руководством Александра у нас оформились глазки и ротик. Оп. Черты мордочки Вот, уже да. сформированы. Покажите. Фу, вот, как ваш вердикт? Ну, он такой озорной котик получился. Озорной котик такой получился, прям да, живой. согласен. То есть кот и мамонтовый бивень немножко не вяжутся, но что ж поделать, творчество оно такое. Так, Так, что мы сейчас делаем мы дальше? поменяем фрезу. Нам нужно, котики же они такие округленькие, да, мягенькие, пухленькие, такие, округленькие, вот такие, да. да. Сейчас тут такие вот черты Мгм. мимимишности мы придадим. Так, выключаем этот девайс. сейчас поменяем фрезу. Да. Фреза меняется очень просто. То есть держите за основание, Мгм. крутите по часовой стрелке, тогда Вот вытаскивается. освобождается уже сама фреза. Меняем ее на округленькую. Ну, вообще, в целом, основной инструмент костореза это получается вот Бормашинка, бормашинка да. с набором фрез, Да. по сути. То есть вручную, вот там скальпелем, ножичками что-то Также делается. еще идет какая-нибудь вариант какой-нибудь пилы для того, чтобы вот Ну, крупные... с массивного куска, Мгм. например, напилить, да, это получается либо ленточная пила идет, Мгм. по типу того, как у нас в Якутии режут, например, вот сейчас забой идет мясо, да, вот, да, вот по распиловками. типу такого, только по более меньшие варианты, либо это Ага. идет какая-то сабельная пила, либо ручной лобзик. Мгм. Ну, это уже кому как. А вот маленькие надфили, например, что-то вот такое используется? Над в забой? филем очень долго будете вы это все дело. Вы там себе руку Всё-таки такой, прокачаете, да, да, наверное. похудеете на 3 килограмма и в конце вы отпилите кусочек, наверное. Там Понятно. кусочек, который вам нужен. Все-таки идеальный вариант это... Да. Ух ты, это насадочка, да, Это с кругляшком. насадка получается кругленькая. Так. То, что мы сейчас будем придавать вашему коту, уже такие вот углубления небольшие, Мгм. да, и небольшие выпуклости. Мгм. Это сейчас я вам покажу. Так, давайте, да, сперва посмотрим, ребята. Вот, потому что у него получается же нижняя челюсть у кота идет Она немножко... чуть-чуть назад. Да, И мы сейчас тут все на одном уровне находится. Мы сейчас ее нам будем нужна 3D-шность. да, туда убирать. Ого, снимает прямо слой очень хорошо эта фреза. Вот некоторые боятся, что пальцы заденет, но тут он как бы скорость, Не скорость, такая большая. так как эта бормашинка, она не суперскоростная, то есть можно себе вот, ну, то есть это не больно, как бы, да? Ну вот, кстати, да, вот смотрите, поэтому можно себе небольшой позволить. есть порез, соскочила фреза, но на самом деле, да, действительно, это не критично. Я думаю, что у начинающих косторезов все равно все подушечки пальцев, они немножечко подпилены. Вот, мордочку Уже вперед, вырисовывается, да. вперед выдвигаем. Так, вот немножко мы придали округлости. Мгм, да, тут он уже Так. такой мягкий, круглый. Так, можно эту бровку, наверное, Прямо, убрать, да, да? брови здесь можно скачать, наверное. Или можно даже оставить, пускай будет, да? Ну, он такой мордатый получается у нас. Так, здесь получается, видите, мордочку нужно будет сейчас округлить. Округлить, да. Будем округлять Давайте это- попробуем. Так, будем округлять другим, наверное. Хорошо, другой да, фрезой. давайте. Фреза у нас, вот обратите внимание, друзья, смотрите. Откручиваем назад. придерживайте вот да-да-да, за придерживаем вот основу. основную часть. Вот эту вот откручиваем. Ага. Вытаскиваем фрезу. Вот она. Так, доставите. Кладем И её, допустим, на хорошо место. пойдет И здесь нам вот, понадобится вот эта вот фреза. вот эта вот фреза. Не-не-не, вот. А, вот это да. вот.
Смотрите, вот такая вот есть у нас фреза. И, соответственно, здесь И закручиваем наоборот. обратно. Хоп, Все. зафиксировали. Так, отлично. Так, и включаем. нам нужно скруглить вот этот вот кусочек Да, мордочки. получается, вот вы держите, можете держать как картошечка, да? Можете вот так вот убрать, По подбородку, щеке. чтобы сделать ее более такой покатой. Круглость, да. Понятно, хорошо. Так, включаем. И начинаем здесь. Также по технике на Да, себя. на себя. И вот этот вот угол. мы Да, под должны 45 градусов сравнять. держите. Нужно его выровнять. Но самое главное, больше не убрать. Да, вот здесь можно... Потому что пострадать вот в бивне мордочкой, мамонта, когда при резке идет, лучше не добрать. чем потом, чем перебрать. да, остановить Да. будет уже невозможно, да. Поэтому здесь нужно очень аккуратно, не спеша. Так, вот здесь вот чуть-чуть еще берем. Где ушки можно убрать побольше, потому что ушки Они чуть-чуть должны быть вперед, туда. чуть-чуть вперед так смотрят, поэтому там надо побольше убрать. Хорошо, сейчас попробуем это сделать. Что ж, очередной этап подходит к концу. Посмотрите, как удалось скруглить вот эти вот. Так, тут уже на белом не очень хорошо видно. Но попробуем дальше. Чуть-чуть вот делаем наметочки поглубже. Здесь вот немножко. Основная работа наметик. практически закончена. Да, вот она похожа теперь на такую печеньку, Мы ее хочется прям... Да, на какую-то конфеточку, да? Да, И конфеточку. мы сейчас вот. идем к завершающему этапу, да, когда уже процентов 75 уже завершено. И будем сейчас Придавать мелкие детали, наверное. Да, мелкие детали. То есть, получается, у кота будет, само собой, характерная какая-то шерсть, там, может быть, усы, да? Да. И сейчас мы... Вот здесь вот я боюсь, что у меня рука дрогнет. Да, может быть. сейчас бормашинку выключим, и нужно будет уже карандашом наметить, усики, шерсть, как вы это видите. Хорошо. Сами намечаете, и сами же потом поменяем фрезу, На и более фрезу, и тонкую, потом да. уже на более тонкую, Хорошо. и будем детализацию делать. Так, вот смотрите, здесь у нас будут усы идти вот так вот, раз, два. Ага. Ну, в принципе, смотрите, даже нарисованные смотрятся неплохо, а если еще придать им рельефность, даже нарисованные усики смотрятся уже здорово, если им придать рельефность. Но здесь, мне кажется, это супер ювелирная работа, потому что они должны быть прямыми линиями и очень тоненькими. Да, само собой. Смотрится декоративно, очень так, у вас, как сказать, хороший вкус на котов. Да, хороший кот получился. да. Хороший кот, так. Кот, который приманивает деньги. Вот, Да. смотрите. Есть же китайский кот, который вот лапками машет. Вот он похож очень на такого кота. Да, основа Да. уже сделана, осталось сделать туловище кота. Так, Александр, ну вот я боюсь, что здесь придется мне посмотреть, как вы будете делать вот эти вот тонкие штуки, потому Да, что давайте. вот на этой стадии испортить заготовку было бы уже вот обидно прям, да, потому что когда... На финишной прямой. На финишной прямой, да, когда идет обработка углов, здесь не так жалко, а вот здесь сейчас мы увидим, как работает мастер. Меняем на более тонкую фрезу. Так, давайте посмотрим на это крупным планом. Вот здесь очень важно, чтобы рука действительно не дрогнула, потому что тут одна ошибка может стать фатальной. Принцип работы здесь такой же. Ведем к себе, Да, всегда нужно к себе придерживаем вести. всеми пальцами. Вот вообще от костореза до стоматолога, мне кажется, вот буквально один шаг. Да. То есть и да, там да. работа по зубному материалу, по Ну. сути, идет. Не пробовали вот себя в стоматологии? Я друзьям своим предлагал, Давайте я вам сделаю зубы. давайте я вам что-нибудь на зубах вырежу. Там какое-нибудь изображение, там, может быть, да, что-нибудь такое. Ну, Инициалы там, да. конечно, я по приколу, да, но все-таки с надеждой, что кто-нибудь согласится. Но никто не согласился. А так был бы классный опыт. Да, это был бы бесценный Да. опыт, и это что-то такое уникальное действительно у людей бы образовалось. Так, вот они так, усики с заходом даже вот на боковину мордочки у Да. нас получились. Это еще больше придает трехмерность нашей заготовки. Так, после этого этапа будет уже, видите, он такой шероховатый везде, да? Мгм. Мы потом будем убирать Шлифовочка. шлифовкой. Ага. Вау. Испытано на себе.
Ну что ж, наконец настал тот этап, когда мы можем частично снять средства безопасности, снять очки, потому что работа сейчас у нас будет не связанная с пылью, не связанная с крошками, с отлетающими кусочками костей. Посмотрите, наша заготовка приобрела вот такой вид. Мы ее покрыли лаком. Заняло это 30 минут практически высыхания. Пока высохнет, благодаря чудесам телевидения это заняло ровно 20 секунд. И теперь наша задача привести эту вещь в готовое изделие. Я так понимаю, у нас будет браслет. Да, мы собираем браслет. Сейчас Так. я предоставлю Да. все необходимое. Мгм. Это получается у нас подложечка Мгм. с разными размерами под браслеты, да? Где Мгм. удобно собирать, и чтобы бусинки они Вот по в чем всему столу дело. не рассыпались. Да. Так, на выбор Кстати. здесь идет для Ну, мужчин наверное, да. черного цвета это у нас оникс идет, ониксовые Мгм. бусины. Мгм. Также на выбор у нас имеются еще нефритовые бусины из Так. натурального улан-удэнского нефрита. Это Ого. наши соседи из Бурятии. Также есть оникс, получается, матовой отделки и оникс такой блестящий. И вот сейчас вы можете выбрать, какой вам больше подходит. Так, ну вот вообще, я не знаю, Александр, на ваш взгляд, к коту Либо можно сделать... чередовать можно, можно, да? ага. Может быть, мы Ну, я бы посоветовал, наверное, вот... все-таки сделать в блестящий. одном томе, в одном, глянцевый. в одном, да. Это как-то Давай, более- наверное, глянцевый, потому что кот, приносящий доход золота, он Да, должен быть в пускай какой-то блестит. мере Ага. блестящим. Да. Так, и сейчас Всё нужно верно. нам Так. посмотреть ваше Диаметр. запястье. Мгм. Примерно Длину какой, да? окружности. Вот, наверное, будет вот так. Это примерно у нас Это, вот тут вот смотрится... 18 размер, 18 либо 19. Мгм. Сейчас набираем отсюда бусины. Вот сюда Ого, полностью набираем, да, кота интересно. сюда ставим и уже под размер. Вот в чем дело. Набираем. То есть этот подносик, он показывает макет запястья. по факту. Диаметр запястья. В диаметр, да. Вот оно что, ничего себе. А я думаю, почему здесь такие выемки? Вот смотрите, когда с этими вещами ты не сталкиваешься в жизни, кажется действительно, ну что там сделать браслет. А на самом-то деле вот оно как происходит. Так, и еще буквально пара бусинок. Оп, оп, оп. Вот они должны вот так вот как раз быть. И главным украшением будет Так, кот. все подобрали. Теперь берем, для того, чтобы нам эти все бусины объединить в одно целое с нашим котом, да, достаем вот такую вот леску. Это очень прочная леска, которая держится многие годы и не рвется, да? Вечная леска. Да, Такая же, как кость мамонта. Ну, чуть послабже, но очень... Чуть менее вечная. Она намного тверже, намного прочнее, чем другие аналоги, да? Потому что это вот импортная у нас леска идет. Классно, хорошо. Так, нам сейчас бусины не нужны, сейчас мы Убираем подбираем. бусины. А как подобрать длину лески? Ведь она должна как-то еще быть связана, скреплена между собой. Запас Да, это мы какой-то будет? потом узелочек завязываем, и потом сейчас, получается, вы нанизываете сначала вот голову кота, а Так, потом уже все остальные бусины набираете. самое основное. Да, кстати, друзья, обратите внимание, мы просверлили уже сквозное отверстие примерно в скулах кота. И вот теперь у нас кот вот таким образом может на леске быть закреплен. И теперь вот у нас он первым, так сказать, элементом в нашей Пионер. цепи бус- Да, пионер, это будет голова кота. И сейчас мы к нему начнем добавлять бусинки. Я думаю, что это очень... Они вообще с отверстиями или нет? Очень скрупулезная работа. Так. Да, вот когда ни разу не нанизывал бусины, да, блин. Нету практики, да? Вообще, ага, слушай, даже иголку, нитку в иголку приходится вдевать раз в год. Так, Александр, Так, вот собрали, теперь да? самая скрупулезная Так, работа теперь берем. закончена. Берем, получается, просовывайте сюда руку, Так, ага, смотрим. придерживаем. В Светло. принципе, почти Так, попали, 18, и нужно, получается, руку так опустить, да? Мгм. так, Чтобы оно не чтобы спадало. браслет был... Примерно на в принципе, запястье. вот так нормально, когда Да, находит, да? да. Чтобы он не был сильно, не зажимал запястье. Да, и в то же время не и свободно как бы ходить. свободно ходил. Сейчас мы его будем завязывать. Так, завязывание тоже целый процесс. Это вязка узлов. Так, сейчас мы ножницами это обрежем. Так, вязку Так, это можно можно убрать. чтобы оно не мешало. Мгм. Так, вот тут придерживайте снизу. Так, вот здесь Я тут- ловкость да, рук. да, держите, Мгм. я тут затяну. Мгм. Леска у нас тянущаяся, Она тянущаяся, да. То есть поэтому видно, что можно не она- бояться
одевать на... Бывает такое, что у некоторых людей ладонь, ну, кисть руки, она так широкая. Вот, поэтому в этом плане вот эта вот леска очень хорошо подходит. То есть можно смело одевать. Завязали. Не боясь, что она порвется, да, от натяжения. Завязали. Так, немножко придержим, Держу. чтобы было натяжение. Все, можете отпускать. Так. Вот браслет практически готов. Сейчас мы срежем. Лишние кончики лески. Кончики срезаем. Так, вот мы лишние остатки вырезали от лески, они нам не нужны. И вот наш восточный код Манеки Неко, код счастья. Денежный код, Денежный в том числе. код, да, в том числе вашей ручной работы, Евгений. У нас все получился. Можете его одевать. Торжественное надевание браслета. Ну, насчет моей ручной работы, конечно, Александр преувеличил. Он мне очень много помог, потому что сам бы я, наверное, такую красоту не сделал. Но, тем не менее, крупичка моей работы, наверное, конечно, в этом тоже это есть. по вашему эскизу, по вашему первоначальному. Да. Скажу, что мы изначально хотели сделать медведя, но почему-то вдруг в процессе перешло на кота. Но ведь творчество — это величина непостоянная. Да. Захотелось. Так, а вообще вот его как лучше носить? Головой вот туда? Да, или вот так. Так, правильно. Итак, та-да-да-дам. Проверяем его размерность. Вот, смотрите, друзья. По размеру пришлось идеально, смотрится замечательно. Кстати, хочу еще раз обратить внимание, что вот это оникс, черный оникс. Оникс — это один из таких минералов, это ведь камень получается. По сути, он имеет достаточно хорошую плотность, это до 2900 килограмм на кубический метр, твердость 6-7 баллов по шкале Мооса. Ну, видимо, это твердый камень, я считаю. Да. И самое главное, друзья, оникс — это полудрагоценный камень, камень предпринимателей, деловых людей, ораторов и торговцев. Улучшает красноречие. В древности перед выступлением на публике многие даже клали его под язык. Это идеальный камень для ведущих проекта «Испытано на себе». Пользуйтесь на здоровье. На будущее имейте в виду, оникс поможет вам выглядеть перед публикой супер. Вот таким образом он выглядит. Да, не падает. Это не получается такой минимализм, черное и белое. Кстати, да. Инь-янь, черное и Инь-янь, белое. да, это вот на минималках два основных цвета. И по свойствам этого браслета вы получаете плюс 20 к риторике, Ого! плюс 30 к предпринимательской деятельности. Вау! Мне начинает нравиться моя работа. По свойствам самого оникса описание все идет. Замечательно. Ну, я думаю, что это был замечательный подбор камня, подбор вообще в целом модели. Александр, я просто даже не знаю, как вас благодарить. Вам спасибо, что пришли. Не каждый раз такое получается. Чуть не забыл, да? Каждому нашему изделию из бивня мамонта мы обязательно прилагаем такой вот сертификат подлинности. То, что это настоящий бивень мамонта, он здесь написан на русском, на английском языках, подтвержден печатью. Ну, это обычно для наших якутян, конечно, бивень мамонта — это обычная вещь, да, но для тех, кто не из Якутии, для них это что-то такое прям рядом. Ну, вот мамонт — это что-то вот очень-очень древнее, что даже рядышком с тираннозавром, можно сказать, да, хотя разные времена. Ну, по сути, да, то есть люди разделяют миллионы лет, да, ну, большинство людей думают, что вот что из себя представляет бивень мамонта, и вот мы сертификат выдаем вот такой вот, и упаковку, пакет, и уже можно спокойно свое изделие носить, либо кому-то подарить, если вы на подарок делали. Супер. Это Держите. Прямо полный цикл изделия, да, действительно сертификат подлинности, то есть мой код теперь сертифицирован, смотрите. Мой код теперь полностью сертифицирован, с ним можно выезжать в любые страны, никто не скажет, что это у вас такое. Да, смело. Это бесценный опыт, это было здорово, это было поначалу сложно, но тем не менее под руководством опытных наставников все достижимо. Можно делать, вливаться, не имея совершенно никакого опыта, и на выходе получить готовое изделие. Испытано на себе. Ну что ж, друзья, хочется закончить на этой оптимистичной первобытной ноте нашу передачу и сказать всем, что сегодня мне удалось испытать на себе не просто производство какого-то изделия, а прикоснуться к вещам, которые пришли к нам из глубины веков. Мамонтовый бивень и современность. Так гармонично это все может пересечься в одном из изделий.
Александр, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в этот нелегкий период? В этот нелегкий период у нас сейчас зима, лютые морозы скоро начнутся, одеться потеплее. Шубу волка, например, да, либо медведя, как у меня. И у нас зима очень длинная, и я предлагаю провести наш хороший досуг у нас в студии. Приходите, записывайтесь, будем рады вас видеть. Гости ждут.